Радио Саха. Первое радио Якутии. И доброе еще раз утро, вернее, ближе уже к полудню, дорогие радиослушатели и присоединившиеся только что зрители канала Саха-24. В эфире рубрика «Якутск сегодня». И с вами я, Дмитрий Аргунов. И я с огромным удовольствием представляю сегодняшних своих гостей. Это главный инженер АО «Якутская энерго» Сергей Юрьевич Гаврилов и Наталья Анатольевна Демина. Какова ваша полная должность? Я знаю, что очень короткая. Советник главы. Советник главы окружной администрации города Якутска. Здравствуйте. И речь сегодня пойдет вот о чем. Дней 10 назад информационное поле немножко сбередили, скажем так, сообщение по отключениям СОТ Агат-1. Отключение электроэнергии, потребителей, вернее, от поставки электроэнергии, это явление, можно сказать, чрезвычайное, да, и прибегаемое энергетиками в крайних случаях. Что же все-таки сподвигло энергетиков наших доблестных отключить целый микрорайон от поставки электроэнергии? Давайте вот с этого начнем и, отталкиваясь от этого, рассмотрим все эти вопросы, которые связаны с поставками энергии в районы, которые обозначены СОТами, СОНТами и другими, скажем так, обозначениями. Вы мне вопрос задали? Да. Отключение стало возможно по результатам того, что была подана заявка о расторжении договора энергоснабжения между СОТ «Агат» и ПАО «Якутская энерго». Вот это явилось основным лейтмотивом, отключения потребителей. То есть не стало юридических оснований. Буквально там по пальцам можно пересчитать случаи, когда энергоснабжающая организация может отключить потребителя. Вот один из таких случаев – это расторжение договора энергоснабжения. То есть фактически СОТ Агат, это я имею в виду в Гагаринском округе, это фактически 100% зона ИЖС, насколько я знаю, да, это зона, прилегающая к улице Курнатовского. Получается, СОТ ликвидировался, и энергетики с радостью сказали: а у нас нет юридического лица, с которым мы заключали договор поставки электричества, да, и, значит, можно дернуть рубильник, так? На самом деле не так. Еще раз говорю, есть юридическое лицо, нет юридическое лицо. Мы работаем с договорниками. То есть, есть договор, в соответствии с которым мы осуществляем поставку электрической энергии. Если договор расторгнут, нет юридических оснований поставлять электрическую энергию. Угу. Все просто. Сергей Юрьевич, но все-таки жильцы-то, которые были, скажем, имеют, вернее, участки в СОТ Агат, они никуда не денутся. Участки никуда не денутся, да? А как с ними дальше работать? Есть механизмы, которые регламентируют деятельность в этом случае. Должны подать заявку на технологическое присоединение. В частности, вот мы с администрацией города Якутска разработали программу, которая до 20.07 решит проблему по переходу и заключению договоров энергоснабжения на непосредственно каждого заявителя и каждого члена СОТ Агат-1. То есть они будут, как, скажем так, обычная квартира или владелец, скажем, индивидуального жилья платить по лицевым счетам. Как частные собственники. Как частные собственники, да. Все-таки соглашение между администрацией, насколько я знаю, я сам проживаю в СОТ Речевик, который является еще одной, скажем так, точкой преткновения в отношениях между администрацией города и, вернее, жильцами, которые обратились в администрацию города для урегулирования их проблем, и энергетиками. Энергетики по СОТу Речевик еще не проводили отключения, хотя многочисленные, скажем так, попытки были, то есть есть задолженности некие, которые, скажем так, весьма туманное их происхождение. Мы произведем отключение. В этом случае, поскольку СОТ еще фигурирует на бумагах, в договорах и так далее, как юридическое лицо, оно никуда не делось. Вот здесь почему идет речь об исходе, о передаче, скажем так, сетевого оборудования администрации города и так далее. Наталья Анатольевна, может, вы здесь прокомментируете? На самом деле, согласно Гражданского кодекса, в том числе и по обращению заявителей,
на комиссии муниципального образования, в частности, у нас в городском округе создана такая комиссия, которая принимает решение о признании сетей, ну, в данном случае электроснабжения, бесхозяйными, либо отказать. Ну, в случаях, когда доказательств минимально, что имеются какие-то собственники, то принимается решение о том, чтобы признать бесхозяйными. И законом дается немалый период времени, это не менее года, для того, чтобы муниципалитет сделал запросы в различные регистрационные органы, чтобы подтвердить, что действительно хозяина, собственника на эти сети нет. И только потом, по решению суда, эти сети могут быть признаны муниципальными. А потом уже муниципалитет, дальше, следуя судьбе и законодательству, примет решение либо своему предприятию передать, либо на концессию, либо в аренду передать эти сети, чтобы они уже нашли хозяина или то предприятие, которое будет эти сети эксплуатировать. Конечно, мы возражаем против такой практики, когда председатель устал этим заниматься и решил бросить эти сети. И вот этот год разбирательства, он, конечно, влечет в том числе и вот такие ситуации, когда энергетики могут произвести отключение. Поэтому прежде чем принимать такие решения, необходимо подходить к этому взвешенно. Во-первых, все, или большинство должно иметь участки, оформленные как ИЖС. СОТ может не прекращать, конечно, свою деятельность, но, тем не менее, все должны выйти из состава СОТа и подать в установленном порядке на технологическое присоединение к сетям гарантирующего поставщика, в данном случае Якутскэнерго. Надо более цивилизованно подходить к этому, а не в зависимости от каких-то собственных желаний. От собственных желаний. Хорошо. А вот время прохождения, скажем так, процедуры технологического присоединения, я, допустим, добропорядочный гражданин. Да, я привык, что когда у меня в начале и в конце года все счета были погашен. Наступила в начале этого года ситуация, когда я хотел заплатить за свет, скажем, на даче, которая в СОТе «Речевик», при этом не мог. Вы вопрос мне задаете? Да. Еще раз говорю, оплату вы произвести не можете, потому что у вас нет договорных взаимоотношений с ПАО «Якутскэнерго». Потому что договор энергоснабжения осуществляется с СОТ «Речевик», то есть юридическим лицом. И СОТ «Речевик» определяет схему взимания платежей. Либо это по агентскому договору, в том же ПАО «Якутскэнерго», либо это отдельно у вас есть кассир в СОТе, который собирает денежные средства, а потом от имени СОТа вносит в кассы энергосбыта. Поэтому у вас, как непосредственно частного владельца, и не приняли платежи. То есть у нас с вами нет взаимоотношений юридических, как с единицей, как с одним человеком. Год назад они были. Да, потому что СОТ «Речевик» заключил агентский договор, по которому ПАО «Якутскэнерго» как агент собирала денежные средства с каждым от имени СОТ «Речевик». Это схема нормальная, и таких схем достаточно много. Но это не значит, что у нас есть с вами договорные взаимоотношения. Угу. Примерно такая же ситуация складывается в Искре, да? Когда, можно сказать, низы хотят, верхи не могут. Нет, в Искре там ситуация несколько другая. СОТ там существует. Бесхозяйным объявлена только трансформаторная подстанция КТП, а сети принадлежат СОТ «Искра». Угу. То есть столбы, провода и так далее – это все имущество СОТ «Искра», а трансформатор стоит вопрос о передаче. Он объявлен бесхозяйным. Муниципалитет, Наталья Анатольевна, разве резиновый? Он же не может взять всю собственность, скажем так, 225 сотов единовременно под свое крыло. Конечно, нет. Я и говорю, что эти решения принимает суд вообще на самом деле. Будет оно признано муниципальным или не будет. И если будут представлены, а мы, конечно, будем собирать различные косвенные доказательства того, что это имущество было общественным, создано на средства денежные членов СОТа. В свое время это на опоры, на линии электропередач были затрачены деньги коллективные, то возможно, что и не произойдет подтверждение, что эти сети из бесхозяйных могут снова превратиться в наличие собственников в виде СОТа. Угу. Я так скажу, что на грани примерно такой же ситуации, как и Агат-1, находится еще один СОТ, это СОТ Хатен.
Ладно, давайте мы частные конкретные случаи немножко опустим, да, поскольку, но все-таки они необходимы, так как они вырисовывают общую картину. Да. Как же быть с теми, скажем так, территориями, которые, ну, земли отведены, коммуникации не проложены, но при этом они являются как бы частями муниципальных и государственных программ. Допустим, по многодетным семьям, по различного другого рода. Вот сейчас и товарищи из Народного фронта занимаются по Вилюйскому тракту, да, земельный фонд передают. В тех случаях, вот какие будут действия, скажем, они будут ли такими слаженными, как в случаях с действующими СОТами и другими формами организации граждан? Многодетным семьям однозначно существует программа, которую у нас курирует Департамент жилищно-коммунального хозяйства. И да, все в рамках как бы закона будет, инфраструктура и будет обеспечивать бюджет. То есть это обязанности муниципалитета? Да, в данном случае, когда земельные участки делятся, раздаются или там выделяются как раз именно по программам. Хорошо, давайте еще один конкретный случай, который вот поручили мне наши товарищи. Есть СОНД пресса, которым отведены земельные участки на 26-м километре Намского тракта. Да? Что там делать? Либо поддерживать вот форму организации СОНД для того, чтобы проложить коммуникации, или ждать, когда это сделает муниципалитет. Изначально все это дело отведено под ИЖС, да? Не могу в данном случае ничего сказать, потому что я просто не в курсе, не в теме. Хорошо. Наверное, скорее всего, это больше вопрос к земельщикам, к другим департаментам окружной администрации. По энергетическим все-таки вопросам. Отличаются ли тарифы, которые платят члены СОТ, от, скажем, тарифов, которые платят собственники частных, скажем так, жилых помещений? Тарифное меню, различается, потому что юридические лица, договора, заключенные с юридическими лицами, носят одно тарифное меню, а с населением тарифное меню другое. Это в соответствии с постановлением Госкомценрэк. Сергей Юрьевич, где выгодно платить? Либо находясь в составе СОТ, либо являясь частным собственником? Не скажу я. Как выгодно и где? Вот на этот вопрос... Выгодно вообще не платить за электроэнергию, утверждает главный инженер Якутскэнерго. Мы приживаемся. Нет, мы, конечно, вернемся к этому вопросу после рекламной паузы, которая буквально минутку оторвет от нашей оживленной, в кавычках, беседы. Спасибо. И мы продолжаем наш прямой эфир. Мы работаем, кстати, в прямом эфире. 32 00 66, 32 11 66. Дачные коммуникации. Можете прямо обращаться к главному инженеру Якутскэнерго Сергею Юрьевичу Гаврилову и советнику главы окружной администрации Наталье Анатольевне Деминой. Больше внимания, конечно, со стороны дачников мы просим. И все-таки вот на то, на чем вы остановились. Присутствующая тут Татьяна Каракулова подсказала, что все-таки тарифы, которые платят члены СОТ, они немножко отличаются в сторону увеличения от тех тарифов, которые платят частные собственники. И это же явилось, скажем так, основанием для появления миллионного долга сотречевик, который стал довольно-таки большим камнем преткновения в отношениях и с энергетиками, да и с самих жильцов между собой. Давайте вот поэтому. Где все-таки больше платят? По факту. Тариф один и тот же, уточнили, действительно, остается разница только в оплате потерь в электрических сетях, которые появляются собственностью того же СОТа. Мы все прекрасно понимаем, что владелец несет ответственность за содержание того имущества, коим он владеет. Это первое. И второе, оплачивает потери, по сетям которых электроэнергия поставляется членам СОТ. Вот и вся разница. Вот и вся разница. И, Наталья Анатольевна, вот именно эти потери стали накапливаться, скажем, и до января 2015 года, когда сети были признаны, скажем так, бесхозными, это по речевику, долги составили 1 миллион рублей.
После того. После того. До того 1 рубль была задолженность. 1 рубль была задолженность. И после января 2015 года задолженность стала составлять 1 миллион рублей, по которым со стороны энергетиков позиция была достаточно ультимативная. Я сам был несколько раз свидетелем, обращался. Выплачиваете долги, все будет нормально. То есть, мы начинаем процедуру, скажем так, оформления. Не оплачиваете, разговор будет коротким. Рубильник и все. Ну, мы провели ряд встреч с энергетиками. Да, к чести мы не дождались парней с пассатижами, которые ничего не отключили. Но, тем не менее, потому что переговорный процесс, он все-таки в отношении вашего СОТа состоялся, и он продолжается. Принято решение, что на этой неделе мы, видимо, составим некую тоже программу, по которой будем двигаться и работать. Поэтому хотим сказать, что в отношении каждого СОТа индивидуально должны приниматься эти решения. Так скажем, какие-то такие под копирку действия, они, наверное, не получатся. То есть, при ликвидации вот этих 225 СОТов будет разработано 225 моделей тех или иных отношений и с поставщиками, и с администрацией, да? Почему обязательно ликвидировать этот СОТ? Я не призываю ликвидировать. Я наоборот, кстати, да, я за более рациональный подход в отношении правового статуса вот этих сообществ граждан, да, и, в принципе, в какой-то мере выступаю за сохранение большего количества садово-огороднических товариществ, садово-огороднических некоммерческих товариществ, да. Кстати, почему это вам выгодно? Меньшее количество потребителей. Ведь с каждым потребителем необходимо заключать договор, указывать ему определенное внимание, время, тратить ресурсы, и, соответственно, это достаточно большие сложности. Рук не хватает. В том числе и персонала. Это и люди, и техника, и ресурсы. То есть, возможности сетевого предприятия, они тоже ограничены. То есть, нельзя, обслуживая, допустим, 1000 километров сетей, одномоментно увеличить его в 2-3 раза. Это невозможно. Но, тем не менее, граждане имеют право сами выбирать форму, скажем так, своей организации. Они могут как индивидуальные плательщики выступать и могут в рамках, скажем так, существующих товариществ и прочих форм. Такое право дано. Такое право дано. Да. То есть, использовать можно и то, и другое. Да? То есть, либо находиться в составе более крупного плательщика, либо уйти, скажем, в свободное плавание. Для этого есть механизмы. То есть, каждый может выйти из состава СОТ, написав заявление о выходе из состава СОТ. Второе, может подписать соглашение об использовании совместной инфраструктуры. Соответственно, у него появляется возможность подачи заявки на технологическое присоединение. В течение 6 месяцев мы обязаны эту заявку удовлетворить. Что во время вот этих 6 месяцев делать людям, которые все-таки вот так вот сделали и пошли по пути технологического присоединения? Работать в составе СОТ. Жить по старой схеме. Жить по старой схеме. Нет, тут дилемма такая. Вы идете на техприсоединение, выйдя из состава СОТ. Это обязательное требование, да? И тут же 6 месяцев вы обязаны быть членами СОТ. Нет. Все не совсем так, конечно. Давайте чтобы понятно было мне, тупорю, объясните, Наталья Анатольевна. Я вообще за энергетиков не хочу, конечно, ничего Не надо за энергетиков. Хотя я все знаю про них, да? Но, тем не менее, просто хочу сказать, ведь ту проблему, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она на самом деле существует в том числе и на федеральном уровне, да? И наш известный садовод Туманов и то разводит руки в таких случаях, что делать. Конечно, может быть, было бы правильно сделать, что именно электроэнергетика, как опасный ресурс, несущий за собой некие такие последствия, да, техногенного характера, конечно, наверное, может быть, чтобы была создана какая-то некая сетевая компания, которая бы этим занималась, либо обязать гарантирующих поставщиков, во что бы то ни стало это брать на себя и обслуживать. Вопрос законодательно пока не решен. И мы вынуждены в рамках, так скажем, каких-то индивидуальных подходов решать эти вопросы. Конечно, Сергей Юрьевич не сказал, что, например, на Вилюйском-тракте, если вы захотите выйти из состава СОТа и подать заявление, то это будет свыше 700 метров в сельской местности, и никакого техпресса не может быть в принципе. Да? Поэтому здесь надо подходить. Мы говорим поэтому только о узкой полоске той городской черты, которая обладает некими возможностями технологического присоединения. Поэтому здесь я говорю, что на всех не может распространяться это в принципе. Давайте я облегчу жизнь риэлторам. Где легче получить, скажем так, техприсоединение? Пройти, вернее.
каких зонах? Ну, в городской черте. В городской черте. Ну, Наталья Анатольевна говорит, Вилюйский тракт, допустим, без проблем, да? Нет, наоборот, проблема. А, проблема? Конечно, городская черта – это 300 метров. Конечно. Все, 300 метров до ближайших сетей Якутскэнерго. Не просто сотовских каких-то, Якутскэнерго. Но вот шагами считайте все. 300 шагов. Вооружившись шагомером, получается, да? Ну, Знать бы еще простому люду, где ваши, а где чьи-то, где... Ну, что знать, подавайте на техпресс и получите ответ, да или нет. В соответствии с поданной заявкой рассматриваются все документы. Смотрится ближайшая сеть, возможность технологического присоединения, юридические основания, отсутствие их. Сразу получится ответ. Все это заявительного характера, да, то есть получается? Конечно. Угу. Что посоветовать жильцам Хатына? Ну, по Хатыну мы вообще уже определились. Инициативная группа получит наш план действий, согласованный с окружной администрацией. Они получат, и, соответственно, в течение 2,5 месяцев мы уже получим, что они перейдут на индивидуальные приборы учета. Линия электропередач, по ней вопрос будет решен. Каким образом? Она признана бесхозяйной, пройдет судебное решение. Надеемся, что она будет признана муниципальной сетью. Ну, а на этот период мы договариваемся с энергетиками о заключении договора аварийного прикрытия. Ну, чтобы не случилось каких-то таких действительно последствий. Ну, хотела бы вообще сказать, на самом деле уход из сотов не совсем правильно. Потому что они создаются как раз для того, чтобы проводить какие-то совместные мероприятия. В том числе по благоустройству, да? В том числе. И хочу сказать, что окружная администрация 2-й год подряд объявляет конкурс «Дружный дачный коллектив», в результате которого получается грант на неплохую сумму. 300 тысяч рублей первое место там, да? И есть возможность поучаствовать. И в условия конкурса входит как раз обеспечение надежного электроснабжения, это договор с энергетиками, это дороги, сбор мусора, наличие добровольной пожарной дружины, что тоже немаловажно. Ну, давайте уйдите, все выйдите из сота, да? А какие-то должны быть общие мероприятия, которыми все связаны там инфраструктурно. Пожалуйста, то есть мы готовы даже содействовать такими путями и принимаем у нас в СГХ заявки. Пожалуйста, и мы проведем потом оценку, и, возможно, ваш суд будет получателем этого гранта. 300 тысяч рублей, еще раз напоминаю. И 200, и 100. И 200, и 100. 300 тысяч за первое место, 200 тысяч за второе, 100 тысяч за третье место. Товарищи, участники светлого наследия советского нашего прошлого, садово-огороднических товариществ. Участвуйте активно в мероприятиях, которые будут признаны конкурсными окружной администрацией, и получаете за это... Да чистая прибыль получается, да? Ну, можно дороги отсыпать, можно ведь многие мероприятия. На СИП, в конце концов, поменять свои линии электропередач и перестать платить за хищение, то есть уменьшить в том числе плату за электропотребление. Прозвучало в вашей речи некое упоминание неких сетевых, скажем так, компаний, да? В этой связи хотелось бы, есть такой деятельный товарищ Андрей Магомедович, да, Богатырев, который ратует за создание некой сетевой компании как раз. Даже федерального уровня, да, возможно. Ну, есть. У нас и другие есть желающие организовать такие компании. Ну, они же работают у нас на территориях, да, с какими-то сотами имеют договоры, работают. То есть они просто посредники, которые, да, скажем так... Почему посредники? Они выполняют объем работ определенных. То есть на договорных основах заключенные договора имеют. Якутскэнерго разгружает таким образом как бы частичку своих. Ну, скорее всего, да, потому что мы работаем на договорных взаимоотношениях с садово-огородническим товариществом. А кого они привлекают к себе на содержание сетей, ну, это их право. Право любого собственника определять схему взаимоотношений. Опять же, это уже на уровень садово-огороднических товарищей выходит. Хорошо, спасибо. Мы, в принципе, готовы для вечернего эфира. Это был такой разведка боем для вечернего эфира «Не пропусти главное», которая выйдет на каналах НВК «Саха» и «Саха-24» вечером 19:30. Не пропусти главное. Сегодня дачный вопрос, коммуникации. Будут рассматриваться вопросы с энергетиками, будут рассматриваться вопросы с газовиками. Спасибо вам за
то, что просветили, скажем так, не очень сведущего в дачных вопросах человека, в вопросах тонкостях снабжения и электричеством, и другими, скажем так. Спасибо. Увидимся вечером. Радио Саха. Первое радио Якутии.